Ограничительные меры по продаже алкоголя дают свои плоды, в один голос утверждают медики. Все реже на медицинское освидетельствование выпивших доставляют в наркологию по ночам. А еще снизилось количество наркоманов, употребляющих синтетические наркотики. С содроганием врачи вспоминают 2013 год. Тогда спайсы держали в напряжении всю наркологическую службу региона. В неотложную наркологию тогда в психозах, именно в интоксикационных, поступало там за сутки или там за ночь по 10, по 12 человек было. Сегодня наркологическая неотложка работает в штатном режиме. Все реже поступают пациенты с отравлениями от суррогата. Запрет на продажу фунфыриков позволил нашим медикам, как говорится, выдохнуть. И теперь у них есть силы на профилактическую работу. У нас сформирована группа профилактического наблюдения, то есть группа риска. Это пациенты, которые были однократно замечены в немедицинском употреблении наркотических или психотропных веществ или неоднократно употребляли алкоголь, но без сформировавшейся зависимости. Вот такие пациенты, они подлежат профилактическому наблюдению в течение года. Единственное, что пока не радует наших медиков, так это календарь выходных дней. Продолжительные праздники добавляют работы наркологам. Пока культура употребления алкоголя у жителей Коми хромает. Есть понятие псевдозапой, то есть как человек в будние дни он работает, а употребляет алкоголь в выходные дни, то есть это суббота, воскресенье, а в следующие рабочие дни он работает. Есть истинный запой, настоящий запой, когда он теряет 3 вида контроля, это качественный контроль, то есть он употребляет вина дорогие первые дни, а потом с годами употребляет суррогаты. Количественный контроль, если раньше он пил пол-литра вина, например, в настоящее время он пьет 2 литра, 3 литра и пока не напьется. И контроль ситуационный, когда он в рабочее время ходит в состоянии алкогольной интоксикации. Еще одним шагом по снижению алкогольной зависимости должны стать медвытрезвители, которые будут открывать в городах Коми. Пока один функционирует в Усинске, готовят к открытию объект в Ухте. Проект сыктывкарского медвытрезвителя проходит госэкспертизу. Виктория Палкина, Павел Юлианмин, телеканал Юрган, Сыктывкар.